Ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей, незнание нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок деятельности изоляторов временного содержания, несоблюдение ограничений, установленных для сотрудников ОВД. 2 дежурных ИВС Суклукского района уволены из органов. Начальник ОВД, 2 его заместителя и 5 подчиненных освобождены от занимаемых должностей. В отношении 2 сотрудников Суклукского ОВД возбуждено уголовное дело по статьям злоупотребления должностным положением и халатность. Должностными лицами ОВД Суклукского района были грубо нарушены порядок, условия содержания, а также порядок охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, что способствовало побегу подсудимых из-под стражи. В ходе следствия задержаны дежурные изоляторы временного содержания Суклукского района, которые водворены в ИВС ГУВД города Бишкек. Тем временем накануне около 9 вечера в самом центре Бишкека сотрудники криминальной милиции задержали 3-го беглеца. Уроженец Туркменистана Бахтият Ачилтурдиев, 85-го года рождения, проходил сразу по 3 статьям Уголовного кодекса, в том числе за разбой. На свободе пока еще остается обвиняемый по делу об убийстве 28-летний Кайрат Джанботоев, уроженец Чуйской области. По оперативной информации, он находится на территории Бишкека. Задержанные преступники называют его организатором побега. Они, воспользовавшись ненадлежащего контроля сотрудников милиции, которые работали именно изоляторы временного содержания, забрали у них ключи и, открыв все двери, которые идет во двор, и скрылись через забор. На сегодня все поисковые мероприятия на территории Чуйской области и города Бишкек проводятся. Каким образом заключенным под стражу преступникам удалось завладеть ключами, пока еще не ясно. И это не первый случай, когда результатом такого сближения охранников со своими арестантами становится их побег из-под стражи. В феврале прошлого года обвиняемый в разбойном нападении Азатбек Алымкулов сбежал из сауны, в которой он отдыхал вместе со своими конвоирами. Спустя почти 2 недели его нашли в одном из жилмассивов столицы, переодевшегося в женскую одежду. Конвоиры были задержаны и водворены в ИВС из Сыкатинского района. Насколько я припоминаю, в отношении аламединских сотрудников эти люди были осуждены. Насколько они были осуждены на сегодняшний день, отбывает срок или нет, к сожалению, нет информации. Чаще всего, к сожалению, срабатывают коррупционные схемы, и таким образом человек избегает ответственности в полной мере. Маленькая зарплата и всегда реально существующая возможность избежать наказания. Усилить меру ответственности среди сотрудников, по словам Исакова, выговорами и ротациями кадров невозможно. И подобные случаи будут продолжать иметь место, пока возбужденные уголовные дела в отношении милиционеров, допустивших халатность или вступивших с арестантами в преступный сговор, не начнут доходить до суда, после которых они реально будут отбывать наказание за совершенное ими деяние. Болот Исаев, Алтынбек Канубекулу, НТС.